Самые главные актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». Сегодня пятница, 17 марта. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам самые актуальные новости к этому часу. Как ведется строительство объездной дороги Дубки-Левадки? Участок дороги от села Литвиненково до села Тургенева находится в аварийном состоянии. Из-за наших дорог я купил Ниву. Хотя я хочу ездить на нормальной машине, но это невозможно, так как дороги в ужасном состоянии. 9-летняя крымско-татарская красавица Эдия Алиева будет принимать участие в конкурсе «Мини-мисс Крыма-2017». Занималась английским, рисованием, то есть очень много кружков у нас было. Ребенок уже привык жить в таком ритме. Выставка мастеров регионального центра народных ремесел открылась в Симферополе. В этих работах именно сконцентрирована и выражена вся душа тех людей, которые живут у нас в районе. Рано или поздно в Киеве с уважением отнесутся к принятому решению миллионов крымчан, проголосовавших за вхождение Крыма в состав России на референдуме 3 года назад, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь также подчеркнул, что Киеву следует взглянуть на те дни, когда крымчане однозначно сделали свое волеизъявление на референдуме. Взглянули на ситуацию, когда легитимный крымский орган, который был в то время, создавался на основе действующего законодательства на Украине, принял решение о проведении такого референдума и когда такой референдум состоялся, сказал Дмитрий Песков. На каком этапе находится строительство объектов по федеральной целевой программе? Какие технологические вопросы и трудности возникают во время строительных работ? Эти и другие вопросы вместе с представителями подрядных организаций обсуждали сегодня на совещании в Госкомнадзе. Детали от Алиме Кайбулаевой. Объекты федеральной целевой программы стали предметом обсуждения на регулярных совещаниях в Госкомнадзе. Сегодня, в частности, подробнее говорили о строительстве дошкольных учреждений по федеральной целевой программе. Была затронута и тема строительства детского сада в микрорайоне Фонтаны. Первый заместитель председателя Госкомнадзе Надир Нуманов уверил, в этом году здание будет достроено. Данный объект строится, находится в том числе на особом контроле сегодня. В принципе, по крайней мере, скажем так, в наших планах строительство завершить в этом году. Я надеюсь, что эта задача будет выполнена. Жительница микрорайона Фонтаны Айша Асанова постоянно вынуждена находиться со своими 3 внуками, так как их родители должны работать. А вот оставить маленьких детей не с кем. Женщина рассказывает, углядеть за каждым тяжело. Однако отмечает, помочь детям – обязанность каждой матери. Айша Асанова признается, детский сад в микрорайоне Фонтаны – одна из первых необходимостей для местных жителей. Я им помогаю, но если у меня возникают дела, приходится откладывать, чтобы присматривать за детьми, пока их родители на работе. Если бы в ближайшее время открылся детский сад, мы бы отдали туда детей, ведь они должны привыкать к общению с другими детьми. Кроме того, на совещании обсуждали состояние и других строящихся объектов по федеральной целевой программе. В основном вопросы были технические, связанные с выносом городских инженерных сетей и коммуникаций. Работы ведутся по графику, но есть некоторые трудности. Но обсуждается в первую очередь это соблюдение планов графиков по выполнению строительно-монтажных работ. В данном случае у нас сейчас в работе 10 объектов, которые профинансированы. По детским садам практически по всем работы уже начаты. По школам, как вы сегодня видели, есть определенные вопросы по завершению проектно-сметной документации. Совместно со службой капитального строительства мы сейчас ищем пути решения. На еженедельном совещании по реализации планов, поставленных федеральной целевой программы, присутствует и служба капитального строительства, задействованные ведомства, муниципалитеты и все подрядные организации по данным объектам. Алиме Кайбулаева, Умер Мустафаев, телеканал «Милет». В Добровском сельском поселении состоялась юридическая консультация, обратилось порядка 15 человек. Наша съемочная группа также ознакомилась с проблемами граждан. С жителями села Доброе общалась наш корреспондент София Шкурова.
Обращения касались оформления недвижимости, перерасчета пенсии, выделения помощи на достройку жилья. Умер Саттаров обратился к юристам с вопросом, как можно получить помощь на завершение строительства. Сам он является инвалидом и уже не в состоянии работать. Рассказывает, несмотря на трудности со здоровьем, очень хочет достроить свой дом и поселиться там со своей семьей. Начал строительство дома 10-12 лет назад. До сих пор не могу ввести в дом в эксплуатацию. Надеемся на то, что Госкомнадз окажет какую-то помощь хотя бы на материалы для завершения строительства и ввести в дом эксплуатацию и жить нормально, в нормальных условиях. Также на бесплатную юридическую консультацию к юристам Госкомнадза поступило коллективное обращение жителей массива Хамыш-Хора. Они просят помощь в благоустройстве их массива. Им нужна поддержка в достройке мечети, газификации и ремонте дорог. В прошлом году в ноябре ковырнули все дороги, будем асфальт делать. Дожди пошли, снега пошли. Вот 3 месяца зимы мучаются все машины. Пешком ходить трудно даже. А маршрутки вот говорит, мы будем через начать добиваться, чтобы прекратили, пока дороги не сделать, не будем ходить. Как это так? Еще одна проблема, с которой обратились местные жители, это мост, который легко смывают осадки. Вдоль улицы протекает река и проложен мост. Из-за наводнений мост смывается, портится дорога. Проехать на транспорте здесь крайне сложно, рассказывает местный житель Базер Белялов. В мосте вложены трубы. Общее количество такое, что которой вода пришла большая, не поместилась в эту трубу. Вода набралась там наверху, а потом через дорогу вся вода пошла сюда и стала в речку. И поэтому размыла всю дорогу. Щебень высыпешь, все туда пойдет. Речка вон там, сколько высота ее? 5 метров. В Добровском сельском поселении пояснили, что ремонт дорог в массиве запланирован. В этом году мы планируем ремонт дороги, на котором реализуется проект федеральной целевой программы строительства детского сада на 230 мест и соответственно, ремонт подъездных дорог, которые находятся в массиве Камыш-Хора. По газификации также в этом году заканчивается строительство трубопровода высокого давления, который идет от Пионерского до Перевального, левая сторона нашей Добровской долины. И в последующем будут разрабатываться проекты газификации массивов компактного проживания, также всех улиц в селах, которые находятся по левой стороне Добровской долины. По всем обращениям специалисты Госкомнадза дали разъяснение. Обустройство массивов компактного проживания, в том числе Хамыш-Хора, на сегодняшний день то, что объекты, которые в федеральную целевую программу вошли, по этим программам финансирование уже открыто, по плану все идет, все будет выполняться. Следующая юридическая консультация специалистов Госкомнадза запланирована на 24 марта. Следите за анонсами на нашем телеканале. София Шукурова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Крымские пограничники пресекли на Перекопе попытку контрабанды медикаментов. Об этом сообщила пресс-служба Крымского погрануправления. Во время осмотра иномарки пограничники обнаружили признаки вскрытия обшивки салона внедорожника, свидетельствующие о возможном тайнике. Пограничниками было принято решение о проведении досмотра транспортного средства с применением спецтехники и служебной собаки. В результате сотрудниками контролирующих органов удалось выявить и извлечь около 9 тысяч таблеток, примерный вес которых составил около 6 килограммов. По данным пресс-службы, правовое решение будет принято после соответствующей экспертизы изъятых препаратов. Сегодня под Феодосией в результате ДТП погиб 1 человек. По данным пресс-службы МЧС России по Республике Крым, авария произошла в районе объездной автодороги. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал за пределы дороги в кювет. 1 человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще 1 человек доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. С февраля текущего года подрядчик приступил к строительным работам на объездной дороге Дубки-Леватки. Сейчас на объекте работают 180 человек. Напомним, именно на этой трассе в 2014-м вследствие обвала дороги погибла семья наших соотечественников. Как проходят строительные работы сейчас, узнавала наш корреспондент Султания Меджид. Мы находимся на строительстве новой объездной дороги в Симферопольском районе на участке Дубки-Леватки. Сейчас здесь активно проходят строительные работы. На участке находится более 100 единиц техники. Данная машина, она порядка 120 тонн весом, довольно внушительная. У нее производительность 1000-1200 тонн в час. В смену это у нас выработка 12 тысяч
тонн. Получается, планируем перейти на круглосуточный режим, ну, более теплый, когда будет погода, и доведем до 20 тысяч тонн в сутки разработку. Вот именно с этой машины. Плюс еще задействованы экскаваторы, то есть плановая разработка грунта дойдет от 30 до 50 тысяч тонн в смену. Проект с положительным заключением вышел из главной государственной экспертизы в конце ноября 2016 года. 1 февраля текущего года подрядчик приступил к строительству объекта «Объездная дорога Дубки-Леватки». Сегодня прошло инспектирование данного объекта. Руководитель службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов рассказал о параметрах и характеристиках дороги. Объект протяженностью 9,1 километр, стоимость 6 миллиардов 141 миллион. Сроки реализации: начало 1 января 2017, завершение 30 августа 2018 года. Вот, объект у нас первый Б-категории. Вот, на объекте несколько искусственных сооружений, одна развязка, один путепровод, 3 водопропускных трубы. Вот, планируется перенос магистрального газопровода, водовода и рядом ЛЭП мощностью 110 киловольт. По словам заместителя генерального директора подрядной организации Александра Дончука, 50% материала будет завозиться с материка для устройства асфальтобетона. Здесь довольно малопрочные породы, которые использовать в магистральных дорогах, ну, не совсем правильно. Надежность конструкции снижается. Вот для местных, там, ненапряженных дорог это надо. Поэтому часть материала будет завозиться с материка. На инспектировании присутствовал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин. Он подробнее рассказал о работе подрядчика. Компания это не крымская, это компания с материка. В прошлом году она, соответственно, выиграла тендер по нашему 219 региональному порядку. В прошлом году мы проплатили ей все объемы доведенные лимитов, которые предусматривали бюджетом Республики Крым. Это порядка 1 миллиарда рублей. Вот, компания получила 100%. Значит, по финансовым планам, значит, освоить должна компания, то есть выполнить работы, соответственно, в 2017 году порядка 3 миллиардов рублей и в 2018 году тоже порядка 3 миллиардов рублей. У новой трассы также будет гарантийный срок. Об этом рассказал генеральный директор подрядной организации Сергей Мороцкий. Гарантийный срок по федеральному контракту составляет 8 лет. Компания наша существует на рынке уже 21-й. Строительный сезон у нас в этом году. За все время существования нас никогда не привлекали к досрочному выполнению гарантийных обязательств. Поэтому будем надеяться, что и здесь также все получится. Окончание работ по контракту планируется 31 августа 2018 года. Контролировать выполнение строительно-монтажных работ на объекте будет федеральное автономное учреждение «Роскапстрой». Султания Меджид, Алишер Алимов, телеканал «Милет». После воссоединения Крыма с Россией за каждым регионом нашей республики был закреплен определенный субъект Российской Федерации с целью оказания всесторонней помощи. Куратором Сакской Евпаторийской зоны стал Ханты-Мансийский автономный округ Югра. За время кураторства было выделено несколько десятков миллионов рублей на развитие данных регионов. Согласно дорожной карте, на ремонт и строительство социально важных объектов только на город Саки выделили более 30 миллионов рублей. Какие изменения произошли в регионе за прошедшие 2 года, узнавала наш корреспондент Айша Шулакова. Ханты-Мансийский автономный округ, являясь куратором, не только помогал городу Саки адаптироваться к российскому законодательству, а также оказывал значимую финансовую поддержку. Первый шаг, который был сделан Ханты-Мансийским автономным округом, это усиление нашего городского хозяйства. 5 единиц техники, порядка 20 миллионов рублей. Второй большой блок, который был оказан в Ханты-Мансийском, это образовательные учреждения города. Для примера, только на библиотечный фонд, на комплектацию нашего библиотечного фонда была предоставлена помощь 9 миллионов рублей. Кураторами осуществлен капитальный ремонт кровли Сакской средней школы номер 1, приобретено некоторое оборудование для пристройки, а также закуплена литература для библиотеки. Зданию школы более 80 лет, кровля находилась в аварийном состоянии. За счет средств из благотворительного фонда была полностью перекрыта крыша учебного заведения. Более 9,5 миллионов потрачено было нашими друзьями только на этот объект. Казалось бы, настолько банальная кровля, но для нас
нас это наша гордость, это красота, это эстетика. А в прошлом году осенью правительством Республики Крым был оснащен пищеблок столовый. Частично оборудование было доставлено из Ханты-Мансийска. 6 замечательных больших холодильников, посудомоечная машина, линия для раздачи, отдельные плиты и еще много-много мелкой таких вещей. Ханты-Мансийским округом также была приобретена сцена для проведения городских мероприятий и наркозный аппарат стоимостью 3 миллиона рублей в местную больницу. Ханты-Мансийским автономным округом Югра была также оказана помощь в приобретении мебели, установлении детской площадки в детском саду «Светлячок», где мы открыли в 2015 году группу с крымско-татарским языком воспитания. И мы провели ремонт, но мебели у нас не было. Всего на обустройство детского сада «Светлячок» было направлено 600 тысяч рублей. Мы смогли купить деткам телевизор, музыкальный центр, пылесос в группу, купили ноутбук для нормальной организации учебно-воспитательного процесса. За 30 лет существования детского сада здесь впервые появилась группа с крымско-татарским языком воспитания. Родители спокойны, ведь перед тем, как пойти в школу, у детей будут знания родного языка. Такие группы способствуют сохранению языка и культуры народа. Мне нравится играть в парикмахерскую и в доктора. Там есть внутри есть наушники, стетоскоп. Когда я вырасту, я хочу стать воспитательницей, потому что мне нравится воспитать детей. Люблю играть в магазины, в доктора и в машинки. А я люблю играть в гонщиков. И еще там тоже в машине, в магазин и доктора, как Арслан. Только он гонщиков, наверное, не любит. Не очень. Кураторы не обошли стороной и детско-юношескую спортивную школу. Теперь у учебного заведения есть собственный долгожданный автобус стоимостью более 2 миллионов рублей, а также спортивный инвентарь и оборудование для 6 отделений школы. Полностью оборудован для перевозки детей, включая ремни безопасности, тахограф, и все, что касается норм и правил перевозки детей. Руководство администрации и жители города благодарны региону-побратиму. Совместное сотрудничество двух субъектов на начальном пути интеграции Крыма в Российскую Федерацию принесло положительный результат. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Проблема дорожного покрытия остается одной из самых актуальных на сегодняшний день. Экстремальное вождение – это мягкая характеристика того, что каждый день приходится испытывать автомобилистам Белогорского района. Участок дороги от села Литвиненково до села Тургенева напоминает полосу препятствий. Пути решения проблемы узнавала наш корреспондент Султани Меджид. Ямами на дорогах жителей Белогорского района не удивить, но их количество, глубина и размеры впечатляют. Сейчас мы попробуем преодолеть этот участок дороги. Это участок дороги от села Литвиненково до села Тургенева. Здесь проехать практически невозможно. Дорога буквально изрешечена ямами. Муртаза Нагашев живет в селе Новожиловка уже около 30 лет. Рассказывает, с каждым годом по этому участку дороги ездить все сложнее. Каждое утро я езжу на работу с Новожиловки в город Симферополь. Хотелось бы, конечно, всему Крыму сказать и показать, конечно, о дорожном покрытии, которое сообщает Новожиловку с Зуей, по которой практически невозможно ездить. Средняя скорость этого участка 13 километров составляет в среднем отдельные участки от 3 до 5 километров в час. По словам Редвана Гафурова, из-за таких дорог ему пришлось сменить транспорт, но это не всегда помогает. Стоит отвлечься только на секунду, и тут уже попадаешь в яму. Из-за наших дорог я купил Ниву. Хотя я хочу ездить на нормальной машине, но это невозможно, так как дороги в ужасном состоянии. Преодолеваю их с особым вниманием, чтобы не попасть, как сегодня попал. Чуть-чуть отвлекся и колесо помял, диск. Здесь я раньше доезжал за 20 минут до Симферополя, сейчас я доезжаю за 40 минут. Виталий Услистый проживает в селе Новожиловка всю жизнь. Он отмечает, раньше дороги не были в столь ужасном состоянии. Все началось после того, как в соседнем селе открылся мусороперерабатывающий завод. Как начали, мусорник открылся здесь. Эти машины, они и поразбивали. Года 2, так, невозможно. Ходовую сделал, полгода даже не проехал. Сломалось, все. Это деньги выкидываешь, а дороги стоят.
Для разъяснения ситуации мы связались с государственным унитарным предприятием республики «Крым-Автодор», где услышали, что за этот участок дороги организация ответственности не несет. После чего мы направили письмо в администрацию Белогорского района. Там нам сообщили, что в прошлом году осенью здесь был начат ремонт дороги. На определенном участке дороги был произведен ямочный ремонт, а на данный момент работы по восстановлению покрытия продолжаются и будут производиться в пределах лимита. Султания Меджид, Асан Зивадинов, телеканал «Милет». В Симферополе отметили День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Профессиональный праздник отмечается ежегодно в 3-е воскресенье марта. Как правило, в рамках этого мероприятия передовые сотрудники представляются к наградам. Для сотрудников ЖКХ устроили концерты, поблагодарили за работу и профессионализм. Министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Карпов поделился итогами прошедшего зимнего периода, а также рассказал о планах на 2017 год. Также он отметил, что в этом году выделена небольшая, но ощутимая сумма на поддержку предприятий. Была закуплена техника на сумму порядка 100 миллионов рублей для проведения аварийных работ. Предприятия все подготовленные были к зиме хорошо, то есть зима прошла практически без сбоев. Мелкие были нарушения в начале отопительного периода. Сейчас мы подведем итоги буквально через месяц об окончании отопительного периода. И можно будет говорить о том, насколько правильно, насколько мы хорошо были готовы к зиме. Региональной адресной программой предусмотрена сумма порядка 1,5 миллиарда на 2017 год. Эти деньги будут потрачены исключительно на приведение нормативного состояния сетей, водопроводов, канализации и систем отопления, в том числе котельных. Перечень наград достаточно обширный. Это и грамоты, благодарственные письма как Государственного совета Республики Крым, Министерства ЖКХ, так и Совета министров Республики Крым. Отдельные благодарности главы республики. К наградам были представлены порядка 100 человек за проведение отопительного периода и за безаварийность работы. Труд работников ЖКХ порой незаметен, часто критикуем, но без этой сферы невозможно существовать, подчеркивает заместитель министра ЖКХ Якуб Зитулаев. Конечно же, отрасль жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, можно сказать, одна из сложнейших и проблемных отраслей, поэтому наша основная задача – это каждый день и без выходных, круглые сутки подавать услуги населению коммунальные. Это водоснабжение, теплоснабжение, обслуживание многоквартирных домов. То есть это то, что каждый день выполняют сотрудники нашей отрасли. Но, тем не менее, раз в год мы находим время, чтобы их всех собрать в одном зале и поздравить с их профессиональным праздником. Расим Эрмамбетов, житель города Евпатории и микрорайона Исмаилбей, был награжден благодарностью от Министерства ЖКХ. Работает машинистом эскаватора в сфере водоснабжения. Он отмечает, что подобные мероприятия очень важны для простых рабочих. И всегда приятно, когда на государственном уровне отмечают нелегкий труд. Каждый праздник важен и нужен. Это мотивирует работников. Я работаю в сфере водоснабжения, а это, как говорят, жизнь. Вода всем нужна, и мы работаем без остановки, чтобы люди могли качественно пользоваться всеми услугами. Энвер Асанов представляет красноперекопские тепловые сети. Там он работает мастером производственного участка уже на протяжении 14 лет. Обслуживает теплотрассы от Крымского содового завода до жилого фонда. А это школы, садики, больницы. Уже 14 лет работаю в теплосетях. Это о чем-то говорит, как-то, значит, оценили нашу работу, нашего коллектива, и как представитель коллектива, и как самого лично. Конечно, удовольствие переполняет, эмоции, море. Всем счастья, здоровья, успехов в труде. И самое главное – здоровье и процветание. Добиваться таких же успехов. Это день тех, кто призван профессионально заботиться о быте и комфортных условиях проживания в каждом доме, городе и селе. Благодаря сотрудникам ЖКХ мы пользуемся всеми достижениями цивилизации. Они вносят огромный вклад в развитие экономики нашего региона, расширяет спектр услуг и улучшает их качество. Асан Абивлаев, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. В Симферопольской районной администрации состоялось награждение сотрудников различных ведомств. Это те люди, которые за эти 3 года внесли значительный вклад в развитие района. Среди награжденных представители социальной сферы, здравоохранения, полиции, судебных приставов. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Сабина Аджарипова работает в Симферопольском районном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. В этой сфере она работает более 5 лет, а в Симферопольском центре уже 3 года. Была
специалистом по социальной работе, мы работали непосредственно с населением, с незащищенной категорией, семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Постепенно я перешла уже в центр и стала главным специалистом. Теперь я помогаю специалистам по социальной работе с методическими рекомендациями, оказываю помощь в работе с этими семьями. Сабина Ханум рассказывает, самое главное в ее работе то, что она помогает людям. Сложность в том, что когда ты стараешься помочь людям, а люди не всегда сами хотят этого. То есть ты видишь, действительно у них там трудная ситуация, и есть шанс помочь, и люди не активные. То есть они сами не готовы принять помощь и воспользоваться помощью. Вот это вот самое сложное. Председатель Симферопольского районного совета Республики Крым Михаил Макеев наградил всех работников, кто добросовестно работал все эти 3 года во благо крымчан. Вы знаете, этот праздник для меня значит очень многое, потому что мы добивались совместно с русской общиной, с русским единством этого праздника не 1 год и шли к этому очень долго. Поэтому этот праздник действительно, как после Дня Победы, наверное, для меня 2-й по значимости. Поэтому праздник очень значим, за что спасибо всем жителям Крыма, спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, что мы оказались в Российской Федерации. Среди награжденных сотрудников как молодые специалисты, так и более опытные профессионалы. Каждый из них способствует процветанию нашего полуострова. Признаются, получать благодарности за свой труд всегда приятно, но главное – быть полезным обществу. Не ожидала, конечно, что получу такую благодарность за свою работу, потому что все-таки мы стоим на охране семей, поддерживаем образование семей, поддерживаем детство, создание семьи, любовь, счастье, как говорится, потому что все начинается от ЗАГСа. Как родился человек, его дальнейшая жизнь. И мы за это очень благодарны. Хочу поблагодарить руководство Симферопольского районного совета за высокую оценку моей деятельности и обязуюсь впредь стоять на законных интересах прав и защиты граждан. А после награждения для участников мероприятия провели небольшой концерт. Гульнара Каримова, Энвер Аблязиз, телеканал Милет. В связи с наполнением Симферопольского водохранилища на 90% в течение нескольких дней будет осуществляться технологический сброс воды. В связи с этим необходимо соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи русел рек. 9-летняя крымско-татарская красавица Эдия Алиева будет принимать участие в конкурсе «Мини-Мисс Крыма-2017». Несмотря на свой юный возраст, Эдия имеет много грамот и дипломов. Как проходит подготовка к конкурсу, на котором участница будет представлять крымско-татарскую культуру, расскажет наш корреспондент Лилия Веджат. Талантливый человек талантлив во всем. Это выражение про нашу героиню. Крымско-татарская красавица Эдия Алиева учится только в 3 классе, но несмотря на это, она многое умеет. В школе она учится на отлично, а еще у Эдии целое соцветие хобби и увлечений. Сейчас она готовится к очередному конкурсу. Как рассказывает мама, главное во всем поддерживать своего ребенка, ведь правильный подход в воспитании будет формировать у ребенка правильную самооценку и уверенность в себе. Честно говоря, могу сказать, что у меня ребенок, он с возраста 3 лет, мы с ней очень активно занимались. До детсадовского еще возраста, до школьного возраста. Она посещала и музыку общеобразовательную, и занималась английским, и рисованием. То есть очень много кружков у нас было. То есть, ребенок уже привык жить в таком ритме. Конечно, тяжело, бесспорно. Тяжело, бывает, что она прям вот устает, я вижу по ней. И я вижу, как она с удовольствием идет на танцы, с удовольствием идет на вышивку. Практически вся неделя у Эдии расписана. Она участвует во всевозможных конкурсах и соревнованиях, посещает кружок вышивки. Талантливый ребенок находит время для изучения иностранных языков и рисования. Я учусь в музыкальной школе, люблю танцевать, крымские татарские танцы и вышивать. Я учусь в 3 классе. У меня на конкурсе будет 4 выступления. Это ретро-стиль, феи, а потом выход в джинсах. Эдия с 3 лет занимается крымско-татарскими национальными танцами. Даже находясь перед выбором, девочка всегда выбирает крымско-татарскую тематику. Тяга к родной культуре у Эдии с детства.
Талантливый ребенок на высоком уровне проявляет способности в музыкальной сфере, играет на пианино и поет в хоре. Эдие имеет много грамот и наград. Эдие – единственная участница конкурса «Мини-мисс Крыма-2017», который будет представлять крымско-татарскую культуру. На конкурсе нужно будет продемонстрировать свои таланты, чтобы запомниться жюри и зрителям. У Эдие есть все шансы на победу. Конкурс состоится 25 марта. Лилия Виджат, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». В здании администрации Симферопольского района открылась выставка мастеров регионального центра народных ремесел и фотовыставка «Крым выбрал будущее», посвященная 3-й годовщине Дня воссоединения Крыма с Россией. В дни празднования исторического события работники администрации и жители Симферопольского района собрались на торжественном открытии фотовыставки «Крым выбрал будущее» и выставки ремесел Народного творческого объединения «Орнек». Благодаря историческим событиям мы выбрали единственный правильный путь созидания. Решение, принятое 3 года назад, ведет нас только к процветанию. На фотографиях итоги проделанных работ в Симферопольском районе, что стало возможно благодаря патриотизму и единению всех народов Крыма. Все, что сделано за 3 года, даже не было сделано за десятилетия в Украине. Но мы постепенно переходим, строимся и идем к лучшей жизни. Работы 30 мастеров творческого объединения теперь украшают фойе администрации. Среди них изделия из кожи, малые архитектуры из спичек, национальные куклы, вышивки и другие. В моих работах можно увидеть, что возможности техники декупаж очень велик, так скажем. Можно воплотить многие картины Басоли, потом открытки Нина Жаба представлены здесь именно. Более 100 экспонатов ремесленников Крыма дарят тепло и уют каждому зрителю. Все люди, несмотря на различия в национальности и конфессиях, на сегодняшний день нацелены на одно – на создание благополучия, на процветание своего родного края. И в этих работах именно сконцентрирована и выражена вся душа тех людей, которые живут у нас в районе. Выставочный комплекс организован при поддержке главы администрации. Теперь такие выставки будут проходить регулярно. Диляра Шевкетова, Энвер Аблезис, телеканал «Миллет». На сегодня это все новости. Завтра не пропустите итоговый выпуск с Фадимой Сейтмамут. Наши корреспонденты как раз сейчас готовят самые интересные сюжеты о событиях, которые произошли за эту неделю в Крыму. Оставайтесь с нашим телеканалом. Приятных выходных!